Кажется, так и не скажешь, что эта молодая девушка реально страдает от своего лишнего веса. Но песня, на самом деле, очень злободневная для нее. Потому что она уверена, что из-за того, что она такая, ну, полная... да, из-за того, что она такая полная, ее брак может разрушиться. Евгения Калинина и Руслан Трапезников в нашей студии. Руслан. Да, здравствуйте. 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 Что вас не устраивает в вашей супруге? На самом деле мы познакомились в интернете. Когда мы познакомились, она была намного худей. Потом мы жили в Москве вместе в течение года. Пока мы жили вместе, мы придерживались определенной диеты. Ну и стоило мне уехать в Питер. И вот по приезду там через пару месяцев я увидел, что все лишнее опять на месте. Может, она скучала по вам, заедала тоску? Но не знаю, что с ней произошло, но она ни в какую не соглашается сейчас заниматься собой. Говорит, что мне так хорошо, я такой буду, я такая есть, это мое. Жень, ну действительно, что же вы так себя запустили? Ну, у нас в деревне все такие плотные были. И баба Марфа моя такая же плотная, и тетя Валя моя такая же. И мама Нюра моя такая же, и я такая же, и сестра такая. Но нет, говорит Руслан, что когда он брал вас в жены, вы были вполне себе с обложки девушка. Ну, тогда я была, да, похудее. Я то худею, то немножечко толстею, то немножечко худею. Вот так вот у меня постоянно. Ну, потому что я люблю сало есть с луком, а он не ест, ну... Свинину он халяль ест. Но у нас, да, и потом... она меня пытается все время приучить есть свинину, да. а по исламу нельзя вообще употреблять такое. Вот, а я христианка. А потом получилось, что я сало отдельно ела, а лук отдельно. И я похудела, ну, потому что по телевизору показывали раздельное питание. Я сначала лука поела, потом я поела сало. Ну и все нормально, я стала худеть, а потом он уехал, и я все вместе Я стала. вот сейчас подумал, может, дело не в весе, поэтому он хочет вас бросить, может, дело в луке? Да, может, и в луке делали, в чесноке, я уже не знаю в чем. А вот Наташа Королева к своему мужу прислушивается. Может, и вас к Руслану прислушаться. Посмотрите. Я даже собственную жену иногда с трудом отрываю от дивана, находя жесткую мотивацию и, может, не всегда приятные слова, которые она точно не хотела бы услышать. Про появившийся жирок на животе, дряблую попу и целлюлитные бока. Но в ее случае это работает. Пишет на своей страничке в соцсети шоумен Тарзан. Я знаю самое сложное – начать. После отпуска, после затяжных праздников и выходных, когда в голове крутится предательская мысль. Ну все, завтра, точно завтра, клянусь. Но ясно, что ни завтра, ни послезавтра не наступит. Вот в этот момент надо найти силы, перебороть себя и прийти на тренировку. Советует звезда всем, кто постоянно находит оправдание собственной лени. Сколько сейчас лишнего Ну, я думаю, что килограмм 6 лишних есть. 6 кило, согласна, Жень? Нет, конечно. Ну, вот килограмм жира вот поселился тут, но это не более того. Вот маленький, вот я даже встану, вот покажу. Вот видите, вот он, вот поселился. Ну, что делать? Раньше Куда это было его примерно вот так Ну, вот. Не было вот так вот. Вот нормальная, я считаю, вот нормальная женщина такая вот народного типа. Но есть за что если Ну, прихватить. есть, да, Конечно. формы Не биться ж по есть. костям, надо по волнам плавать, понимаешь? Ну, во мне тоже. Вообще мужики хватает. бестолковые, особенно молодые. А вы на сколько лет его старше? Ну, на 11 с хвостом. Да пускай он набирает вес. У нас и мужики все в деревне толстые, я всегда это да. говорила. Она мне все время говорит, чтобы я стал намного толще, то, что давай ешь побольше, все время пытается меня накормить. Ну, наверное, в деревне у них так принято. Ну, Да. а мне толстеть нельзя, потому что приходится всегда выступать, и гастроли. У меня потом просто не будет работы, если я буду Сколько лет вы уже толстеть. в браке? Мы не в браке. Дело в том, что мы все еще официально не зарегистрированы. Да, То есть вы боитесь, что он так и не решится, как Женечка Лукаша? Ну да. А у меня-то уже годы проходят, все, кого мне теперь искать-то уже? Все, уже 38 мне. Арин, я не знаю, что посоветуете вы. Может, сейчас похудеть быстро до свадьбы, а потом уже куда денется? Можно снова... Вы знаете, вот лично на мой взгляд, достаточно субъективный, но люди-то совершенно разные, это же видно.
Ну да, вы честно Но, говоря. так. конечно, я бы на месте Жени, ну, если так хочется брака, если вот так любится мужик, ну, Женечка, ну схудните вы, а уже потом никуда не денетесь. А вот он сейчас такое условие ставит, а потом еще что-нибудь, а потом из дома после 8 не ходи, а потом подружек к нам в дом не приводи, а потом Они где мусульмане ужин, такие. почему в 6:15 ужина нет еще и так. А мне кажется, что вы достойны того человека, который будет вас любить такая, какая вы есть, без условий. Потому А что у я, вас есть я всё не для говорю, того, что я вас ее не люблю. Нет, я ее люблю такой, Понимаете, какая она любят есть. не потому, что появилась лишняя и не появилась. Любят потому, что без этого человека жить не могут. Это немножко разные понятия, понимаете? Почему мы вместе, это вопрос совсем другой. Мы не имеем права это разбирать. Очень... В данном случае, мне кажется, вы либо принимаете женщину такая, какая она есть, которую вы говорите, Вот я так. ее люблю, я с ней хочу прожить жизнь. Вот послушай Либо вы с ней умную не женщину. готовы жить, вы тогда не пудрите ей мозги, а она молодая, красивая, идет дальше. Нет, дело не в том, что я не хочу с ней жить и так далее. Мне в ней все нравится. Я даже терплю ее характер. Она все время мне закатывает истерики, скандалы. Она моей маме не нравится, мои родственники против нее. Несмотря на это, мы вместе. И поэтому как бы... Знаете, есть такой прекрасный фильм. Маме да, не так что ж нравится, тебе нужно, почему? хороняка, женись-ка, да? Помните, Да. Иван Васильевич меняет профессию. Но Маме не нравится, потому что когда жили мы в Москве, мы привозили маму, чтобы познакомиться. С порога ее встретила Женя. Я здесь теперь хозяйка, здесь все мое. Приготовила ей завтрак. Я ей говорил, что мама недолюбливает у меня помидоры. Она положила побольше помидоров в этот завтрак. Колбаски со Да, свининой. Колбаски со свининой. Да, все то, что обычно Всё в то, что Татарстане в не деревне предлагают. кладут, что в русской Ну, деревне кладут на стол. В твоей Огурцы, деревне, может быть, и яйца, кладут, а у нас не сало. кладут. Вот. Но у нас кладут. И сидят и на яйцах люди, на сале, на огурцах, Твоя на помидорах. баба Марфа все еще на своем сале. Да, вот, и до сих пор выращивает огурцы. разжиревшая. Не надо. Мне кажется, с такой диетой молодому человеку, наоборот, надо идти в тренажерный зал и набирать мышечную массу. Я вот о таком бы питании, наверное, бы даже мечтал в свое время. Да, ну я как раз хочу да, заняться. ну, может, стоит еще познакомиться получше друг с другом, ну, узнать ближе родственников друг друга. Может быть, это время пока работает на нас, потому что очень часто такие истории, это не шутка, такие истории заканчиваются трагедией. Когда женщине один раз сказали: